исторического факультета Бурятского государственного университета. В первой части зала сидят волонтеры-добровольцы. А что, бывает, волонтеры не добровольцы? Да, добровольно-принудительные волонтеры. Они сидят во второй части зала. А на галерке сидят волонтеры по принуждению. Нет, это просто опоздавшие. По легенде, на строительство этого мавзолея ушел труд более 700 тысяч студентов и 38 лет. А кто сидит в центре? Это боги весны. Они весной спускаются с небес на землю и забирают лучших для участия в гала-концерте. И что они с ними делают дальше? Я ни разу там не был. И с каждым годом надежда побывать там все исчезает. Что это за странная музыка? Приветствую! Я Даржи Банзаров, первый ученый в Республике Бурятия. А как зовут вас, юная леди? Я представляла вас совсем иначе. Привет, замдекан. У тебя есть гам-гам? Привет. Это дух вечного студента. У него одна голова и 26 хвостов. Подожди, я сейчас включу свет, и будет не так страшно. Папа, но у него же нет хвостов. И он пока так думает. Они просто видны только летом, после сессии. Что это? Что это? Дарю динозавр? Кажется, проснулся первый в истории БГУ охранник. У меня есть карточка Сбербанка, служебная записка, удостоверение, нам нечего бояться. Как ты поняла, это не простой музей. Ночью волонтерский дух вселяется во все здешние экспонаты и оживляет их. Пошли, я тебе здесь все покажу, и начнем мы, пожалуй, с секции восточной литературы. Амар Хаям, наверное, уже проснулся. Если грустно становится мне, вспоминаю я город родной. Ты ходил по любимой земле, из креста наблюдал за удой, как с песком буйный ветер играл, поднимая песок и бросая. Вспоминаю Арбат и вокзал, Селенгу и Уду вспоминаю. И проходит сильнейшая боль. Одиночество? Нет, свобода. Невозможно делить на ноль, а остальное моя лишь воля. Если сердце наполнено счастьем, мысль о городе вяжет вдвойне. Вспоминаю детей, что без ласки, равнодушием тонут во мгле. Вспоминаю, как косит голод в переулках забытых заводов. Это тоже твой лик, мой город. Отрекаться и знать твой норов. И проходит любая радость. Счастье? Нет, мимолетный дым. Лишь улыбка скрывает ярость. Жизнь удача, нет шанса другим. Ты мне родиной стала земля, грусть и радость, счастье и боль. Нитью жизни связала судьба. Этот город для каждого свой. Ну как вам мое произведение? Как всегда, долго и остро. Это снова главный бизнесмен юрфака идет. Сливы, лиловые, сладкие, садовые. Я абрикос, на химфаке рос. А я ганга. Папа, что такое я ганга? Пошли, сама все увидишь, а точнее услышишь.
Таганга – это самая родная трава для Республики Бурятия. А из нее еще кого не делают? Да. А сколько сейчас времени? Кажется, Ганиус и лимонадный батон уже вовсю воюют. Нам срочно нужно бежать в музей истории. Ну что, Ганиус, ты готов? Нет? В смысле нет? Ну выход сейчас! Я не знаю, что делать, как ты будешь читать время! Ну просто стреляйся как-нибудь! Все, выходим, поехали! Нет, погоди, а что это так закачало? Я хотел пропустить начало. Ловите юмор так, как ловим мы, так, как любим мы, так, как будто. А теперь что? Теперь давай начнем! Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует команда «Мартовские коты». Привет! Чтобы пройти на гала-концерт, Нам нужно немножечко поднапрячься. Батон, ты что делаешь? Напрягайся! Это Батон, и он бывает очень странно. Бывает. Так, Ренат, успокой, пожалуйста. Бывает. Ренат! Бывает. Стоп, Батон! Где Ренат? В смысле? Ренат! Фу! Ренат, ты чё? А? Ой! Вы сами сказали найти костюм кошки. Ушки! Иди переодевайся. Друзья, знакомьтесь, это Цирен. Цирен, скажи, пожалуйста, что ты вчера делал? Кошки роду принимал. И чё, как? Все напрасно. Это кот оказался. Ну что ж, друзья, пора начинать. И начнем мы с блока коротких миниатюр. Итак, давайте представим случай в садике. Цирен, тебе сколько лет? 7. А мне 8. Случай в магазине. Тык-тык-тык. Здравствуйте, а можно мне, пожалуйста, баночку? После 9 не продаем. А мне 8. Случай. Давайте представим, те же ребята в садике, только во взрослой жизни. Ну что, Цирен, тебе сколько? 7. А мне 8. Итак, давайте перейдем к более адвокатскому юмору. Адекватно. Неважно. Ядовитая и очень вкусная печенька. Ам. Ммм. Ам. 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 Богатырь, который растет не по часам, а по секундам. Мама, хрусь, матушка, сын мой. Случай где-то в офисе. Ну что, Батон Лукнович, вот ваши чертежи. А, чертежи, да, чертежи, точно. Так, я не понял, это что за чертежи? Я не приму такие чертежи, ты повылазил за поля. Где твои поля? Где поля, мои поля? Так, давайте представим случай на стройке. Итак, дорогие друзья, давайте представим случай на стройке. Так, Ренат Тимурович, я что-то не понял, почему стройка стоит? Где рабочие? Где стройматериалы? Где леса? Где леса, мои леса? Ну что ж, дорогие друзья, недавно в юрфаке открылась самая модная школа танцев. Итак, давайте посмотрим, чем они там занимаются. Последний раз тебе повторяю. Очень странное домашнее животное. Мяу, мяу, мяу,
Мяу. Ну что, все? Да все. Собака тупанула. Во-во-во-во-во-во! Эй, Бобик, чё? Ой, да, ой, мя, ой, мя. Ой, ты что, мне сына, да, показываешь? Смотри, вот она мне сына показывает. А это что, дракон? Ой, дракон полетел. А это? А, это слоник. Ой, ты моя дурочка. Не зря я тебе психушку отдал. Дорогие друзья, вот если серьезно, да, в конце нашего выступления хотелось бы сказать. Сейчас на улице март, и все коты выходят на охоту. Вон, смотри, гонец, какая кошечка сидит, ничего такая. А с вами была команда «Мартовские коты». Пока! Это моя кошечка так. В смысле твоя? Моя? Это моя кошечка, как на меня смотрит. Мужчина, что вы творите? Разве вам и так мало воин? Лучше послушайте песню. Проходят года, но на лице седых стариков остается беда той войны всех времен и веков. Шли солдаты на смерть, покидая родительский дом, и сражались они за свободу земли, на которой с тобой мы живем. Я хочу, чтобы ярко
первый профсоюзный лидер Бурятского государственного университета. Она боролась за права абитуриентов в 50-летней войне, чтобы абитуриенты выбирали именно Бурятский государственный университет. Но ведь БГУ существует на протяжении 86 лет. Зато в СГУТу существует только 50. Ты, кстати, не хочешь посмотреть, как выглядели первые студенты? Пошли. Сколько мужества, сил было в вас.
годы их по всем каналам крутили. Пошли, впереди еще осталось не так много секций. И катись бутылкой по автостраде, оглушенный, пластиковый, простой. Посидели час, разошлись не глядя, никаких останься или постой. У меня ночной, 56-й. Подвези меня до вокзала, дядя, ты же едешь совсем пустой. Я бы не уходила, я бы сидела, терла ободок стакана или кольцо. И глядела в шею, ключицу, горло, ворот майки, но не в лицо. Вот бы разом выдохнуть эти сверла, 101 проклятое сверлицо с карандашной грифель. Язык кинжала, желобок на лезвии, как игла. Чтоб я счастливая побежала, как он довезет меня до угла. А не глухота, тошнота и мгла. Страшно хочется, чтобы она тебя обожала, баловала и берегла. И напомни мне, чтобы я больше не приезжала, чтобы я действительно не смогла. That the spades are know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. Сергей Есенин. Исповедь хулигана. Не каждый умеет петь. Не каждому дано яблоком падать к чужим ногам. Сесть самая великая исповедь, которая исповедуется хулиган. Я сегодня иду несчастным, с головой, как керосиновая лампа на плечах, ваших душ безлиственную осень. Мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменья брани летят в меня, как град рыгающей грозы. Я только крепче жму тогда руками своих волос качнувшийся пузырь. Как хорошо тогда мне вспоминать заросший пруд и хриплый звон ольхи, что где-то у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как плоть, как дождик, что весной взрыхляет меня. Они бы вилами пришли вас заколоть за каждый крик ваш, брошенный в меня. Бедные, бедные крестьяне, вы, наверное, стали верить в Бога и болотных недр. О, если бы вы знали, что сын ваш в России самый лучший поэт! Пыль зажись его сердцем не недели, когда босые ноги он в лужах осенних макал. А теперь он ходит в цилиндре и лакированных башмаках. Но живет мне задор прежней правки деревенского озорняка. Каждой корове с вывески мясной лавки он кланяется издалека. И, встречаясь с извозчиками на площади, вспоминая запах навоза с родных полей, он готов нести хвост каждой лошади, как венчальное платье шлейф. Я люблю Родину. Я очень люблю Родину. Хоть есть мне грусть ивовая жаль, приятно мне свиней с пачканной мордой и в тишине ночной звенящий голос жал.
Я нежно болен воспоминанием детства. Апрельских вечеров мне снится хмарь и сыр. Как будто бы на корточке погреться присел наш клен перед костром зари. О, сколько я из гнезд вороньих, карабкаясь по сучьям, воровал! Все тот же клен с верхушкой зеленый, по-прежнему крепкая его кора. А ты, любимый, верный пегий пес, от старости ты стал визглив и слеп, и бродишь по двору, плача обвисший хвост, забыв чуть он где дверь и где хлеб. О, как мне дороги все те проказы, когда у матери, стянув краюху хлеба, кусали мы с тобой ее по разу, ни капельки друг друга не погребав. Я все такой же, сердцем я все такой же, как васильки и вожи цветут в лице глаза, стиля стихов, злоченые, рогожи, не хочется вам нежно сказать. Спокойной ночи! Всем вам спокойной ночи! Отзвенела по траве сумерек зари коса. Мне сегодня хочется очень из окошка луну обоссать. Синий свет, свет такой синий, в эту синь даже умереть не жаль. Ну и что ж, ну кажусь я циником, прицепивший к заднице фонарь, старый, добрый, заезженный пегас. Мне не нужна твоя мягкая рысь. Я пришел как суровый мастер воспеть и прославить крыс. Башка моя, словно август, льется в рулевых волос вино. Я хочу быть желтым парусом в ту страну, куда мы плывем. Давай посмотрим, чем сейчас занимаются короли и королевы. Ганиус и лимонадный батон, наверное, уже вовсю воюют. Зная их, думаю, нет. Но мне кажется, мы их еще увидим.